Средние века принято называть самым темным временем в истории народов, когда кровопролитие считалось нормой и сострадания было крайне мало. Эта эпоха давно прошла, но страшные вещи нередко происходят и сейчас. У каждого века свое средневековье, мудро сказал Станислав Лец, и его слова как нельзя кстати относятся к той войне, которую развязали грузины в Абхазии. Куда бы они ни пришли, несли с собой разруху. Во время Берии и Сталина абхазские земли раздавали грузинам и мигрелам. Так происходило и в селе Лашкиндар. Перед началом войны здесь было более 100 абхазских дворов. Оккупанты, посланные Шеварднадзе и мигрельские переселенцы середины XIX века, в первую очередь в селе Цагера, соревновались в том, кто больше живет абхазов с родной земли. Из более 100 домов полуразрушенными остались только 5. Все остальные были сожжены дотла. 36 лашкиндарцев погибли в Отечественной войне народа Абхазии, в том числе 5 мирных жителей. 6 выходцам этого маленького села присвоено звание Героя Абхазии. Итак, Лашкиндар во время войны. Я была дома одна, когда началась война. Вся семья была на похоронах, а папа на работе. Смотрю, в небе над нами появились вертолеты. Кружили над селами Цагера и Тхинскар. Я была маленькая, не осознавала, что происходит. Вышла за ворота, оглянулась по сторонам. Вскоре подъехала маршрутка из Кочары. Оттуда вышла мама и повелела мне скорее зайти в дом. Она пришла вслед за мной и сказала: «Война началась». По селу стали проезжать танки, шли в сторону Кочары, в особенности 2 из них, 105-й и 106-й. Номера запомнились, мы ведь были детьми. Все интересно было. Следили за передвижениями из-за угла дома. Еще были 2 Нивы, белая и красная, и Виллисы без номеров. Мы жили прямо у дороги, и все они проезжали мимо наших ворот. Прямо у нас перед носом это все происходило. Вскоре по соседству, буквально за 2-3 метра от нашего дома, раздались выстрелы. Начался интенсивный обстрел, поднялся шум. Ребята побежали туда. Надар и мой папа встрепетнулись тоже, дошли до ворот, но дальше идти было опасно, огонь не прекращался. Папа приказал мне осторожно подняться на 2-й этаж и спрятаться там в комнатах. Но я укрылась за большими цветами на балконе и в ужасе наблюдала, как 3 машины «Виллис», «Волга» и «Жигули» остановились у наших ворот. Вышла группа мужчин с автоматами, голые по пояс и бородатые, выглядели как настоящие бандиты. Все как один навели оружие на отца и Надара, а на Виллисе еще держали какую-то огромную собаку и кричали «Ардзенба! Ардзенба!». Я не понимала, что происходит. Потом кто-то дал команду «Ардзенба сидеть». Только тогда я догадалась, что они дали псу такую кличку. Когда вооруженные люди зашли к нам во двор, я испугалась и вышла из-за цветов. «Папа, кто это такие? Что они хотят? Они что, убьют нас?» А он: «Зайди быстро в дом, закрой двери, спрячься». Но я не слушалась и шла к нему. Тут к воротам подъехала другая машина, и мужчина высунулся оттуда и сказал по-грузински: «Это не они, оставьте их, нам сейчас нужны другие». И бандиты развернулись и вышли со двора, сели в свои машины и уехали прочь. Еще через какое-то время напали на родственников по материнской линии Чику Папаскир. Его дом стоял прямо на повороте. В семье было много детей, его внуков. Они не успевали спрятаться и убегали в торопях. Кто-то даже из окна выпрыгнул. Один из нападавших был его сосед по Цагере. Около 5 лет уже жил там. Много раз заходил к ним домой, ел и пил, даже арбуз выращивал вместе. Хозяин, увидев знакомого, подошел к нему, протянул руку, поприветствовал как гостя. Но тот и не думал разговаривать, ударил его в живот прикладом автомата, а потом выстрелил в упор. Он, бедный, прикрыл голову тыльной стороной ладони. Вот так его безжалостно убили посреди собственного двора, как собаку. Бросили лежать и ушли. Потом семья кое-как лесами вернулась в дом и похоронила его, обернув в целлофан. Рядом с домом нельзя было хоронить. Враги могли его выкопать для обмена на своих. Поэтому выбрали место для могилы подальше от людских глаз. Нашего соседа по фамилии Гергия тоже вот так неожиданно настигли посреди улицы. Во
Вообще машины тогда как будто вырастали из-под земли. Никогда невозможно было угадать, откуда появятся. Они как-то глушили звук мотора, не знаю, как это удавалось, может, в бензин что-то добавляли. Обернулся, а за спиной у тебя уже стоят. Мы то и дело выходили из леса за водой. Колодец был во дворе дома. И в эти минуты тоже бесшумно подъезжали грузины. Благо было еще тепло и растительность густая, мы сразу прятались в кусты. Иначе совсем заставали бы врасплох. В общем, забрали парня Гергия и убили. Рассказывали, что его тело принесли матери. Горло порезано, голова привязана к туловищу, глаза выколоты, привезли и бросили у поворота. Чаще всего они приезжали из Кочары, сытые, довольные, видимо, столовая у них там где-то была. Чем веселее были, тем больше зверств учиняли. Особенно они любили стрелять из пулемета по амбарам, знали, что абхазы прячутся. Мама в такие моменты всегда кричала: «Прячьтесь за домом, за деревьями, выберите дерево потолще, чем вы сами». Мой бедный брат воевал, был в ополчении, Владислав Гжания. Прошло какое-то время. 14 декабря гуманитарный вертолет привез его и еще двоих наших ребят в Творчал. Он даже не знал, где мы можем находиться. Ему сказали, что мы в селе Члоу. Пошел туда, а нас не нашел. Наши родители спустились к нам в Джгярду, где мы оставались с сестрой в то время. И брат пришел туда к нам. Дом родственников Джинджоля, у которых мы находились, располагался на возвышенности, у берега реки. Я смотрела с холма и вижу, идет воин весь в обмундировании, смотрит на меня и улыбается. А я его не узнаю, не ожидала просто. Когда поняла, что это брат, бегом пошла к маме и кричу ей: «Мама, мама, он идет!» Она взглянула на него и тут же упала без чувств на землю. Ночь мы провели вместе, а на следующий день он уже уходил к ребятам в Схинскар. Папа провел его до линии обороны в селе Гуада. Брат был очень простужен, кашлял так глубоко и отрывисто, что, казалось, выхаркивал кровь. Я, шутя, пригрозила ему, что расскажу все маме. Он строго посмотрел на меня и попросил ничего ей не говорить. Я дала ему слово. Уходя, он обещал нам с сестрой, что придет проведать нас снова в Новый год. И напоследок сказал старшей сестре такие слова: «Я иду на войну. Если со мной что-то случится, позаботься об этой девочке. Она еще ребенок». На Новый год он не пришел, ни 1 числа, ни после. Мама переживала, что он мог замерзнуть, нашла какой-то старый свитер, отрезала рукава, сообразила из них носки и пошла с ними на позиции в Схинскар. Это было в воскресенье, 3 января. Его уже убили к тому времени. Наши ребята знали, но не смогли сказать маме. Отговорили ее идти дальше, якобы там грузины сидят. Опасно. Когда она спросила, где же наши ребята, сказали, что соберутся в штабе в Члоу вечером. Она пришла туда, в Члоу. На поляне к ней навстречу вышли мой дядя и Маджид Чаблах, бедный. Сказали ей: «Возвращайся домой, тебе незачем идти сюда». Она поняла, что случилось. Ноги подкосились. Стала умолять мужчин вынести ее с этого поля. В это время шел интенсивный обстрел наших сел. Мы из дома услышали крики, женский плач. Когда вышли, сказали, что убили одного из наших, Квициния. И мать его горько плачет, убивается. Мы пошли туда, плакали вместе с ней. И вдруг видим, как с холма идет и наша мама. Побежали к ней, но на нее и взглянуть было нельзя. Все лицо исцарапано до крови. Мы испуганно спросили, что случилось. Она говорит: «Вашего брата ранили, потерял много крови, ему нужна будет кровь, собирайтесь, пойдем». А что нам собираться? С войной никаких пожитков, считай, не осталось. Надели какие-то старые сапоги, снег лежал мне по пояс. И вот она нас повела за собой, и пришли мы на Члоускую поляну. Тут же услышали голоса: «Вот она, идет с детьми, выйдите их встретить». И как только мы дошли, мама стала причитать во весь голос, оплакивать сына. Мне никогда этого не забыть. Мы поняли, что произошло. Говорим: «Что же ты нас обманула?» Она произнесла: «Ваше солнце опустилось в воду». Потом вырвала у себя клок волос резким движением руки. Стала заунывно причитать.
Я столько плакала, была ребенком. Бегом поднялась на 2-й этаж. Его уже привезли, он лежал там. Все это сейчас стоит у меня перед глазами. Он был накрыт белой простыней. Я откинула ее и стала плакать навзрыд над его головой. Мои слезы текли по его щекам, и в какой-то момент мне показалось, что он и сам плачет. Закричала: «Он жив, жив!» Но это были пустые надежды в момент глубочайшего отчаяния. Из Чилов мы подались в Кварчал. Каждую ночь в город бросали не менее 70-80 снарядов. Мы укрывались в цокольном этаже одного билетажного дома. Это был большой подвал. Нас, детей, прятали туда каждый вечер после 19:20 уже ближе к сентябрю с наступлением сумерек начинались атаки. Снаряды взрывались то тут, то там неподалеку. И мы сидели в этом подвале, человек 100-150 бывало собиралось. Становилось очень душно, и не проветришь, не выйдешь. Блохи, тяжелый воздух. Мы были измотаны всем этим. И мне во сне виделись разрывающиеся снаряды. О победе мы услышали, сидя в этом подвале. Однажды ночью, когда я спала, обняв маму, мне приснилось, будто стою я у наших ворот с ведром, полным красных яблок. И я смотрю на них и улыбаюсь. В этот момент я резко вскочила с просонья от грохота снаряда, и он оказался последним. Мы услышали весть. Война закончилась. Война ушла. Во время войны 2 числа партизанская группа пошла в наступление на Цагяру. Когда я вернулся домой, дома были мать, отец и моя жена. Я забрал женщин, а отец сказал, что возьмет ружье. И вместе с ним ушел в другую сторону. Не пошел с нами. Но грузины его окружили и убили. Как мы потом узнали от людей, это сделали грузины из Цагяры. Выстрелили ему в голову и в плечо. Когда мы вернулись с мамой по другой дороге, над ним сидела соседка Майя Беби. И еще помог сын Гарика. Его потом убили. Потом так вместе мы подняли моего отца, помыли. Новой одежды не было. Дом наш уже был сожжен. Но мама что-то успела спрятать, вытащила. Одели его и похоронили вот так. Позже они хвалились, мол, мы встретили абхаза и убили его. За 2 года до начала войны, когда объявили, что будут материально помогать многодетным семьям, я пошла сдавать необходимые документы. Муж сказал: получишь по месту работы. И вот я пришла в сельсовет Квачары, где мы были прописаны. В сельсовете грузины сидели. Выписываю бумаги и вижу, что сын записан как грузин. Спросила, что это, почему так. А он отвечает: муж у тебя хороший, а ты такая строгая, смотри, а фамилию свою видела, абхазка. Я вспыхнула, как огонь, но что ему скажешь? Собрала бумаги, пришла домой, рассказала мужу, что сын записан грузином, но он не мог поверить. Я рассказала в школе, там обещали все проверить. На следующий день, когда муж пошел на работу, он работал в сельсовете. Выяснилось, что они полдеревни уже записали грузинами, метрики подготовили. Конечно, нелегко пришлось. Представьте, целый год провести впроголодь. Было где лечь, поспать, но с едой пришлось очень туго. Мы делились всем, что имели, и дети тоже приняли такой расклад, не ссорились. Когда начинался обстрел, они прекращали играть и сразу прибегали со словами: «Мама, куда нам идти, куда?» А я говорю: «Ну куда? Ты здесь посидишь, а ты здесь». Но разве я могла их разделить между собой, дать кому-то более надежное место? Просто наугад и на удачу определяла, кто где укроется в очередную бомбежку. Сама не пряталась, просто садилась на месте и закрывала глаза, пытаясь на слух определить, куда падают снаряды, хоть бы не близко от детей. Уже после войны при каждом
отдаленном грохоте или выстреле, они вот так прибегали ко мне, а я их успокаивала. Не бойтесь, война уже закончилась. Старшим было по 12-13 лет, они понимали, а младшим по 7-8, и долго не могли отойти от ужасов войны. Неужели снова война началась? То и дело тяжко повисало в воздухе еще долгое время. Некоторым семьям, многодетным в том числе, удалось укрыться у родственников в других районах. Мы тоже должны были лететь вертолетом из Тхуарчала, тем самым, который подбили над Латой. Кто-то сообщил, что мужа моего обменяют, и мы вернулись. Тогда и передвигаться было не так легко. Надо было иметь специальный пропуск. Я сказала, что не полечу, но попросила забрать детей. Но без матери детей забирать отказались. Я вернулась в деревню. Супруга, конечно, в тот раз не обменяли. Этот процесс длился очень долго. Они старались подольше задерживать у себя сильных бойцов, а своих самых крепких вызволить. Даже когда его брали в плен, грузины спрашивали наших соседей: грузин, знаете ли вы его? Они отвечали: не знаем. Он говорит: я здесь родился и вырос, все меня знают, но никто из тех, кто видел, как его забирают, не признал его. Трудно описать словами, как он выглядел после обмена. Хоть я и его жена, это было страшно. Он был изувечен, но предпочитал совсем не говорить об этом. Конечно, разве с пленными хорошо обращались? И мне было даже стыдно спрашивать, что с тобой делали. Если укажу на какие-то шрамы на теле, отвечал: это не они, это раньше случилось. Не хотел делиться подробностями. Здоровье было совершенно подорвано. Он вернулся и сразу слег, почти перестал разговаривать. Когда мы вскрикнули «Победа! Победа! Сухум наш!», он только открыл глаза и облегченно вздохнул. А я думаю, как же мне дальше быть с 4 детьми? Как их поднять? Ни кола, ни двора не осталось. Куачара была самым большим селом в Очимчирском районе. И вот в самом его центре заселили 200 дворов. Образовалась Цагяра. Мы называли это место «Стройка». Мало того, через несколько лет около Чгярды они организовали поселок Сванов, тоже около 200 дворов. И в Члоу тоже так сделали. В общем, вокруг Куачары в 3 местах собралось неабхазское население. Конечно, со временем и местное население стало иметь где-то знакомых, где-то родственников. А когда началась война, все как один стали говорить: мы их никого не знаем, сами родились и выросли в Цагяре. А когда началась война, все как один стали говорить: мы их никого не знаем, сами родились и выросли в Цагяре. Да, представляете, вот так, родились посреди другого села Куачара. С началом войны они расположились на возвышенности в селе Лабра. Сложилась такая обстановка, что мы не могли оставаться у себя дома. Кто имел родственников, стали тайком выводить детей. Кто пешком, кто на машине. Хоть это и было очень опасно. У меня у самого в доме укрывалась пожилая женщина с ребенком. Я испугался, что с ними случится беда, и отвел к зятю в Ладу. Мы надеялись, что в течение недели, дней 10, все успокоится. Но ситуация становилась все серьезнее. Противостояние усиливалось. Не видно было просвета. Я время от времени ходил, навещал их. Она говорила: сколько еще мы тут будем находиться? Это невозможно. Пусть убьют. Ну что ж, отведи нас, пожалуйста, обратно домой. Сама она была из села Пакваш. Как-то раз мы в очередной раз поехали к ним на крытой грузовой машине. Человек 7-8 тех, чьи дети находились в Гуаде. Поехали, чтобы проведать их. Когда уже собирались обратно, некоторые дети увязались за нами, захотели к себе домой. А в тот день со стороны Чгярды в Гуаду заехали танки. Началась суматоха, паника. Мы тоже остановились, ушли с дороги.
Потом, когда все успокоилось, вышли. Едем, и в том месте, которое они называли совхоз Берия, между Гуадой и Хуачарой, грузины приехали на автобусе и стоят. Много их было, я насчитал человек 35 с автоматами. Едем, и вдруг наша машина остановилась. Мы стучим в кабинку водителю: «Езжай, чего стоишь?» А мы не могли сами выйти, двери закрывались снаружи. Тут дверца распахивается, и на нас направлены с десяток автоматов. «Выходите!» Мы поняли, что произошло. Вышли. У них был главный такой крупный, большой мужчина. И с ним 35 вооруженных людей, как я уже говорил. А в том месте, где они на нас напали, неподалеку было кладбище. Я немного понимаю их язык, и вот они по-грузински говорят: «Смотри-ка, мы их остановили прямо на нужном месте. Вот сейчас к своим их и отправим». Собирались убить всех. За рулем у нас был Реваз Басария, был сотрудником милиции. Когда его досмотрели, нашли в кармане удостоверение. Тут они уж совсем распалились. «Мы тут собаку поймали, всех вас уничтожим». С нами был Джумка Кокоскерия. Он говорил и по-грузински, и по-мигрельски. И когда нас спросили, где мы были и куда едем, он ответил, что были на похоронах в Хуаде. Их главный сказал: «Не убивайте их, не стреляйте». Еле-еле своих остановил. Потом подошел, стал сам разговаривать с нами. Я по-русски ему сказал: «Мы мирные люди, с нами женщины и дети. Оружия нет, боеприпасов тоже. За что вы нас убиваете? Отпустите домой, мы не ополченцы». А он спрашивает: «У тебя дети есть?» «Есть», говорю. «Они по-абхазски знают?» «Конечно, знают». Вот когда у них свои дети появятся, они не будут говорить на абхазском. Абхазский язык должен исчезнуть с лица земли. Мы поэтому здесь находимся. После по телевизору, мы его украдкой иногда смотрели, нам показали этого мужчину, который нас отпустил. О его батальоне сказали, что он кутаисский. В нашем селе жил Ашхарова, уважаемый почтенный человек, абхаз которого все знали. Он жил у дороги между Хуачарой и Ачимчирой. Когда началась война, ему очень не здоровилось, сильно болела нога. Она была отекшей, не сгибалась в колене. Он ходил с палкой, время от времени ездил лечиться в Москву. А тут уже не мог никуда выезжать, жил у самой дороги. Потом попросил ребят с машиной ему помочь. Снял все 4 колеса, чтобы, если вдруг придут и спросят, сказать, что она неисправна. И что же, они пришли буквально сразу. Он был дома у себя на 2-м этаже. В доме была внутренняя лестница. Пришли и говорят: «Видим, что машина у тебя новая, показывай колеса». А он говорит: «Как же я прикручу колеса, вы же видите, ходить не могу». После этих слов они толкнули его и спустили с лестницы вниз. Потом встали над ним и говорят: «Если сейчас же не встанешь и не сделаешь, пристрелим на месте». Он дополз до машины, волоча больную ногу, и лежа прикрутил колеса. Они вывернули весь дом наизнанку, собрали еду, одежду, все, что могло пригодиться, загрузили в машину и увезли на его глазах. Он от отчаяния пошел за домом и там лег на землю. Потом мы его нашли и вытащили оттуда. Но долго не прожил. Умер бедный сразу после войны. Самым большим его желанием было высказать народу все, что он видел о зверствах грузин. Хотя бы час выступить перед людьми, но не успел несчастный. Уже после освобождения Куачары был такой Гивин Хилидзе. Мать у него была абхазка, Кагония. Жена была абхазка, невестка тоже. Их было 3 братьев.
Отца уже не было в живых, а мать была жива. Он был за нас, абхазов. Он с грузинами говорил, пользуясь своей фамилией, но сам негласно был за нас. Советовал нам, как лучше быть, что делать. В тот год урожай выдался просто прекрасным, как будто в насмешку, что мы не могли его собрать. Кукуруза уродилась просто на славу. Они, проезжая, стреляли даже по полям. Я послал за Гиви. Мы были с ним в родстве. Попросил его, чтобы помог, пусть бы дали нам собрать урожай. Он обещал поставить танк на повороте, чтобы никто не въехал в село. Но вскоре после этого к нам повадился один парень, Маргиани. Часто у нас останавливался и однажды сказал, что ему приказано доставить 4 мужчин из группы «Малыш», безоружных. Приказ от командующего Грузинским Восточным фронтом Гиви Учадия. Нашу безопасность гарантировал обеспечить. Взял все риски на себя. Но мы не могли пойти, не сообщив Мирабу Кишмария. И вот я вместе с еще одним парнем отправились в Члоу, чтобы сказать Мирабу Борисовичу. Он говорит: идите, но совсем вглубь врага не надо ходить. Выберите нейтральное место и узнайте, чего они хотят. С этим мы вернулись, и пришел тот, кто нас должен был сопровождать тоже. А его брат был на стороне грузин, был комендантом в Ачимчире. Посадили нас в машину, 2 братьев Барганджия, чеченец Руслан Тахцаев, доброволец, и я. 4 нас было. Остановились за Цагярой, у поворота в сторону моря. И грузины прибыли на другой машине. Там стоял большой дом в низине. Около 200 вооруженных людей было. Окружили нас. Были там и многие наши знакомые грузины и мигрелы. Завели нас внутрь дома, сели за стол. Их 4 с одной стороны, и мы 4 по другую сторону. Маргиани, коменданта, мы знали в лицо. И он нас знал тоже. Встал и говорит, указывая на одного из своих: вот это генерал Гиви Учадия и 2 его заместителей. А меня вы и так знаете. Потом и я встал и назвал всех своих товарищей. Ну, генерала у нас нет, но вот это наш командир, Атар Барганджия, это его брат. А это наш брат из Грозного, говорю, Руслан Тахцаев. Когда я назвал последнего, этот Учадия весь затрясся, рассвирепел, стукнул кулаком по столу и процедил: Как это ты пришел из Грозного и защищаешь абхазов?» Горланил он, не дав мне закончить представление. Очень рассердился. Я тоже сел, стали ждать, что он ответит. Может, мне и не стоило называть добровольца, но я сказал, как есть. Реакция была бурной. Потом их генерал говорит, мол, вот мы, братья, абхазы и грузины, мы все кавказцы. Даже если что-то не поделили, разберемся сами. А ты приехал, встал на сторону абхазов, наших будешь убивать. Это не по-мужски, не по-кавказски. И снова стукнул кулаком. Губы дрожали от ярости. А наш чеченец сидит спокойно и невозмутимо. Я ждал, что же он ответит. И тут он говорит на ломаном русском: «Ты кончил, генерал?» Тот резко отвечает: «Да». И Тхацаев продолжает: «Во-первых, сперва ты пришел, потом я пришел. Ты пришел с танками абхазцев убивать. Я пришел защитить сторону правды, а правы здесь абхазы, они у себя дома.
Вы на них напали. Если бы это на вас напали, то я защищал бы вас. Но как я могу взять вашу сторону? Ничего не смог ответить генерал, ни единого слова не сказал. Потом договорились об обмене убитыми и пленными. На самом деле, эту встречу организовали потому, что генерал хотел встретиться с Мирабом Кишмария. Дважды назначали встречу, он приходил, а Мираб нет. И грузинский генерал считал это неприемлемым по отношению к себе. Мол, какой-то мальчик меня игнорирует. У Кишмария еще не было высоких званий. Но мы пообещали, что устроим им встречу. Многое можно еще рассказать. Был такой Юарбий Агарба. Он болел, остался у себя дома. А грузины находились здесь же, по ту сторону реки. Поэтому нашим ребятам к нему не было хода. Как я уже сказал, они не жалели пуль. Как вошли в наше село, постоянно его обстреливали. Даже ночью. Дежурные стреляли с холмов Цагяры до самого утра. А у нас не было такого вооружения. Мы боялись, что растратим и те немногие боеприпасы, которые имели, и не стреляли без надобности. Однажды нашему соседу Басаре приснился этот старик Агарба, который остался один, и говорит нам: «Ради Бога, давайте проведаем его, а вдруг его уже убили, и он там лежит. Если вы сможете безопасно пробраться до него, сходите, умоляю». И вот мы отправились как-то ночью под Зыгуте. Тихонечко, 3 или 4 нас было. Добрались до его дома, но сразу так заявиться нельзя было. Вдруг там грузины сидят. Отправили на разведку одного из группы. Оказывается, он был еще жив, но давно ничего не ел, истощал. Впустил пришедшего, как распознал, что это свой, но он уже умирал от истощения. Мы его пронесли на спинах, сменяя друг друга. Доставили к его другу Басаре, которому он приснился. Накормили, напоили его, спасли жизнь. Так многих еще женщин и мужчин удалось вызволить. А Шоту Барганджи они смогли уберечь, они его убили. Вот как это случилось. У него в семье 7 ребят воевало, 4 его сыновей и 3 внуков. Наверняка грузины прознали об этом. И я не знаю, как они узнавали и о наших передвижениях, но всегда были в курсе, где мы стоим, куда идем. Однажды снаряд прилетел из Цагяры прямо за нами, буквально за спиной у нас разорвался. Если бы там не было цементированной стены по берегу, нас бы убило. Вот так нас преследовали постоянно. Так вот, Шота Барганджи просто шел себе по дороге. А я всегда говорил ему: не показывайся. Он тоже жил у дороги. Говорю: спрячься где-нибудь. Они знают, что твои мальчики воюют. Не дразни. Тебя не пожалеют. И вот однажды они поймали его и увезли в багажнике. Они имели чайную фабрику в селе Баслаху. Она была недостроена. Привезли его прямиком туда. Нам об этом рассказала местная женщина, свидетельница. Она сама испугалась быть обнаруженной и спряталась в свинарнике неподалеку. И оттуда наблюдала за происходящим. Выстрелили ему в руку, кровь пошла фонтаном. Сказали: пей свою кровь, собака, чего ждешь? Он, конечно, не стал этого делать. По нему пустили автоматную очередь, изрешетили пулями. Около 40 пуль вошло в него. Потом привезли и бросили у Ачамчирской больницы. Еще был Апта Ашпа. Его сыновья тоже воевали.
Он так чтил Апсуара, даже тогда одевался красиво в абхазский костюм. Мало кто так ходил в то время. Еще до войны, когда мы жили вместе с грузинами, сядет, к примеру, в автобус до Сухума и поздоровается со всеми на абхазском языке. И вот во время войны его поймали и привели в Цагяру, окружили. Мы узнали обо всем этом позже от очевидцев с нашей стороны. Спрашивают у него, чья это земля? А он отвечает, это земля абхазская, вы никогда не сможете ее заполучить. Айд, как ты мог такое сказать, на колени быстро? А он, абхаз никогда не вставал на колени перед врагом. Убивайте, если не можете иначе. Его расстреляли на месте. В этот момент участковый по Цагяре, Пичико Сасани, он и к нам приходил, знали его. Говорит, зачем было убивать его, он не причинял нам вреда. Привозил муку на машине, помогал людям. Что же вы? Ему за эти слова сломали руку прикладом автомата. Они были счастливы, встречались с цветами, с радостью. И цагярцы, и гочарцы. Цагярцев я еще застал, помню, когда они заселялись. А вот в Куачару пришли давно, еще до моего рождения. Мы с ними даже породнились с некоторыми. И вот они говорили, мол, смотрите, что с нами сделал Арзенба, как будто это он на них напал. Не знаю, что на них нашло. В одночасье как будто переменились. Черное стали называть белым, а белое черным. Все как один держались прогрузинской риторики. Если кто-то и осмеливался им перечить, язык ему готовы были вырвать.